на микрофон. Вот, говорим. Добрый день, Наталья Александровна. Микрофончик зеленый включен. Микрофон. Так, добрый день. Да, добрый день, добрый день. Так, звук у нас увеличен. Все. Настройки. Так, добрый день. Так вот он у нас уже на самой громкости. Вот если вот это динамик сделать. Слышите, нормально, да? Звук есть, да? Поближе к микрофону, и вот нормально теперь слышно, да? Ну, замечательно. Ну, все, Наталья Александровна, добрый путь нам всех. Давайте, ага, счастливо. Все, как начинайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы нас слышите, для обратной связи. Так. Ждем от вас плюсика, что вы нас слышите. Так, Наталья Александровна нас слышит. Угу. Так. Ну что, уважаемые коллеги, всем добрый день. Меня зовут Оксана Витальевна Орсак. Я являюсь учителем начальных классов, работаю с обучающимися первого класса, имеющими тяжелые нарушения речи. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Екатерина Альфредовна Вольф. Я являюсь учителем начальных классов, работаю с обучающимся первого дополнительного класса, имеющими нарушения слуха. Уважаемые коллеги, сегодня мы будем говорить об организации дистанционного обучения обучающихся с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями слуха в ГОУ РК СКШИ номер 4 города Сыктывкара. Организация дистанционного обучения обучающихся с ОВЗ предусматривала большой подготовительный этап. Этот этап был общим для всех категорий детей с ОВЗ, которые обучаются в нашей школе. Мы выделили следующие шаги подготовительного этапа. Это самообучение и организация дистанционного обучения. При организации дистанционного обучения перед нами, как педагогами, встали следующие вопросы. Как научить обучающихся? Каким образом они достигнут учебных результатов? Каким образом я могу поддержать их в этом? Как я помогу им достичь учебных результатов и как узнать, достигли ли они их? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мы приняли участие в различных вебинарах и онлайн-тренингах. Сертификаты вы видите на экране. Ответив на вопросы, как обучить и каким образом поддерживать ребят в достижении учебных результатов, для себя мы составили план работы. Отобрать цифровые сервисы для подачи учебного материала, выбрать формы взаимосвязи с родителями, организовать с родителями обучающихся чат для оперативной связи и создать доступную систему мониторинга. Исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ при организации дистанционного обучения, опирались на общие принципы и правила коррекционной работы. Это единообразие, алгоритмизация заданий, дифференциация заданий по объему, своевременная помощь каждому ребенку, чередование умственной и практической деятельности, разнообразие видов деятельности, преподнесение материала небольшими дозами,
использование интересных и красочных средств наглядности, это фото и видео, создание ситуации успеха, то есть постоянное поощрение ребят за малейшие успехи и снятие тревожности. Все эти принципы мы смогли соблюсти в работе на онлайн-платформах. Онлайн-платформа Core – это такая онлайн-платформа с возможностью создания электронных интерактивных упражнений в сервисе Learning Apps, создания интерактивных рабочих листов и на онлайн-платформе Учи.ру. А сейчас, уважаемые коллеги, мы с вами поговорим о том, как проходило дистанционное обучение с обучающимися с ТНР. Организацию дистанционного обучения через интерактивные учебные материалы мы начали со взаимодействия с родителями. С целью установления взаимодействия и сотрудничества в рамках дистанционного обучения сначала мы выбрали формы взаимосвязи с родителями, обговорили доступные формы и решили, что будем осуществлять связь через электронную почту и приложение Viber. Так как для дистанционного обучения была выбрана платформа Core. Так, отпишитесь, пожалуйста, есть ли звук, потому что вот коллега пишет, что звука нет, но звук у нас идет. Вам нужно проверить работу звука на своем носителе. Отпишитесь, пожалуйста. Угу. Замечательно, хорошо, мы очень рады, что вы нас слышите, что вы с нами. Итак, уважаемые коллеги, так как для работы была выбрана платформа Core, необходимо было познакомить родителей с работой на данной платформе в целях оказания технической помощи своему ребенку в ходе обучения. Мы провели инструктаж с указанием шагов входа, выполнения упражнений, выхода из платформы. Для организации дистанционного обучения необходимо было выработать единые требования и обсудить режим работы. Было принято совместное решение в 9 часов утра проводить голосовую или видеоперекличку учителя с детьми через приложение Viber с целью создания положительного настроя на работу, ознакомления с расписанием уроков на день, включения речи обучающихся. Так как с введением дистанционного обучения родители оказались в новой ситуации, необходимо было осуществлять педагогическую поддержку в организации учебного процесса на дому. С целью оказания помощи родителям в создании положительной мотивации у обучающихся к выполнению заданий. Ежедневно в 8 часов 50 минут на электронную почту родителям присылалось расписание уроков. Вот вы видите на экране расписание, сейчас попозже немножечко, да, не буду перескакивать. Так как мы уже выше говорили о том, что родители обучающихся тоже оказались в новой для них ситуации, мы старались их поддерживать. И для этого каждое утреннее письмо начинали с разных девизов, иногда поучительных, иногда просто позитивных и шуточных. Некоторые из них вы видите на экране. Нужно отметить и то, что на протяжении всего обучения мы поддерживали тесную связь с родителями, помогали при затруднительных ситуациях, если таковые возникали, оказывали теоретическую, практическую, психологическую помощь, благодарили за совместный плодотворный труд. Дистанционное обучение постарались выстраивать, исходя из сложившейся системы обучения в школе. Для повышения учебной мотивации в школе мы каждый день подводили итоги по критериям, которые вы видите сейчас на экране. Ребята ежедневно шагали по стране знаний и чертили сантиметры. Набранные сантиметры приводили нас на экскурсии в музеи, кинотеатры и другие учреждения. При сложившейся ситуации мы ребятам предложили каждый понедельник на уроке рисования и развития речи рисовать 5 первоцветов и заменили сантиметры на первоцветы.
И немного скорректировав критерии, ежедневно при подведении итогов работы собирать цветы в вазу. Немного позже мы увидим, как у ребят получилось подводить итоги работы. При подготовке и составлении уроков для обучающихся с ТНР мы старались соблюдать следующие условия. Создавали благоприятную речевую среду. Это предполагает постоянное мотивированное общение с ребенком, независимо от его возможностей и уровня речевого развития. В ходе учебного общения через приложение Viber мы целенаправленно создавали ситуации речевого общения, работали над активизацией вновь изученной лексики, активизацией грамматических форм, говорили с родителями обучающихся о тактичном контроле за качеством устной и письменной речи и речевым поведением детей. На каждом уроке применяли наглядные методы, так как средства наглядности обеспечивают активизацию всех анализаторных систем и помогают создать условия для обеспечения высокой активности и самостоятельности обучающихся, преодоления собственных речевых трудностей. Использовали практические методы, применяя разнообразные упражнения, которые способствовали формированию предметных и универсальных компетенций обучающихся с ТНР. Создавали условия для развития инициативы, познавательной и речевой активности за счет привлечения к участию в различных видах деятельности. Для снижения утомляемости проводили динамические паузы, физминутки, гимнастики для глаз, мозга. Оказывали индивидуальный подход к обучающимся при отборе речевого материала, дополнительной помощи в контроле за речью каждого ребенка. Итак, каждое утро на электронную почту родителям скидывалось вот такое расписание. Вы видите сейчас на экране расписание с ссылками на урок. Итак, уважаемые коллеги, предлагаю перейти непосредственно к нескольким урокам. Мы с вами уже проговорили про взаимодействие с родителями, и сейчас мы с вами остановимся на разработке интерактивных уроков. Традиционно в школе на первом уроке проводилась с ребятами гимнастика для мозга. Цели этой гимнастики вы видите. И ребятам дома также в системе предлагалось начинать уроки с этой гимнастики. Итак, урок рисования. Первый урок, предложенный ребятам в первый день дистанционного обучения. Нужно отметить, что уроки рисования очень связаны с развитием речи обучающихся. Вы видите, что на этапе актуализации знаний мы предлагаем ребятам упражнение «Заполни пропуски». Это упражнение создавалось в сервисе Learning Apps, и ребятам представилась возможность самим допечатать пропущенные слова в предложение и проверить, верно ли они выполнили задание. Если ребятами задание было выполнено неверно, можно было исправить, прямо тут же работая на платформе. Далее, на этом же уроке обучающимся предлагается прочитать стихотворение и ответить на вопрос, о каком цветке в нем говорится. На платформе Quora с помощью стандартного элемента изображения, вот вы видите слева на экране стандартные элементы платформы Quora, мы на просторах интернета мы находим нужный нам текст с иллюстрацией и предлагаем его ребятам. После прочтения стихотворения ребятам и родителям предлагаются вопросы по первичному восприятию, и ответы строятся с помощью речевых образцов. Нужно ли говорить о том, что позитивные эмоции играют большую роль в успешном усвоении знаний? Поэтому мы предлагаем ребятам и родителям показать, как мама и ребенок в стихотворении обнимались. И далее, при постановке учебной задачи, задается вопрос, какой же цветок будем рисовать. Затем ребятам предлагается послушать стихотворение Аполлона Майкова, с которым мы знакомились на уроке чтения, и полюбоваться красотой подснежника. На платформе Quora есть стандартный элемент медиафайл, с помощью которого мы можем вставить любое видео для урока. Теперь ребятам предлагается приступить к рисованию цветка по мастер-классу. При подборе видеоматериала мы тоже опираемся на принципы коррекционной работы и подбираем видео небольшое по объему, подходящее возрасту обучающихся.
Плюс мастер-классы с видеотрансляцией в том, что на любом этапе рисования ребенок или родитель могут поставить паузу или пересмотреть его несколько раз при необходимости. Важно четко формулировать этапы работы. Вы видите, что ребятам предлагается план работы. Нарисовать цветы, отправить фото, вырезать цветы для проведения рефлексии в конце всех уроков. На слайде вы видите итоги работы наших ребят с замечательными цветами. Думаю, каждый педагог, так, минуточку. Каждый педагог встретился во время дистанционного обучения с подачей нового материала. Остановимся на уроке математики. Тип урока – урок открытия нового знания. На этапе мотивации к учебной деятельности проводится игра «Да-нет», при выполнении которой ребята закрепляют ранее изученный материал и имеют возможность сразу же проверить, верно ли выполнили задание. Вы видите сейчас на экране, что при верном выполнении заданий загорается зеленая точка. А в комментариях мы могли бы увидеть слова «молодец», «здорово», «верно». Если же задание выполнено неверно, то загорается красная точка, и в комментариях дается небольшая подсказка, с помощью которой ребята могут сразу же исправить неверный вариант ответа. Далее мы готовим ребят к тому, что сегодня на уроке они будут учиться решать примеры нового вида. И для решения этих примеров необходимо вспомнить состав числа 10. Так как состав числа усвоили не все ребята, нами предлагается видеоматериал с рисованием картинок-подсказок. Для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи очень важно иметь зрительное подкрепление учебного материала, поэтому каждый урок наполнен иллюстрациями или видеоматериалом. Для закрепления состава числа 10 ребята выполняют интерактивные упражнения. Они произносят вслух то, что написано на плашках, и соединяют нужные плашки. Если плашки соединены верно, то они исчезают. Перед тем, как ребята приступят к изучению новых видов примеров, мы предлагаем сменить вид деятельности и отдохнуть под песню, изучаемую на уроке музыки. Даны слова, которые ребята повторяют, а затем подпевают сами с помощью видеосопровождения. После небольшого отдыха ребятам предлагается выполнить ряд подготовительных упражнений, которые способствуют лучшему восприятию новой темы. Дополни до 10, прибавь к круглому десятку. Затем с помощью обучающего видео ребята знакомятся со сложением чисел с переходом через десяток и алгоритмом прибавления. На этапе первичного закрепления обучающимся предлагается выполнить вычисления с проговариванием в рабочей тетради. План проговаривания пишется, чтобы ребята могли верно, пошагово выполнять вычисления, а родители могли их поправлять или направлять, если будет в этом необходимость. Так, уважаемые коллеги, мы видим, что у нас звук идет, поэтому давайте проверяйте свои компьютеры. Так, продолжаем. Поставьте плюсики, пожалуйста. Ага, замечательно. Итак, после выполнения заданий в тетради предлагаем сфотографировать и отправить работу на проверку через приложение Viber. Также по голосовому сообщению мной задавались вопросы, поняли ли ребята, как решать примеры с переходом через десяток. Некоторым родителям и ребятам давались индивидуальные консультации. Тема достаточно сложная, поэтому родителям говорилось о том, чтобы они терпеливо относились к возникающим трудностям при объяснении новой темы. Также мы обговаривали, что данная тема будет закрепляться на последующих уроках. Отрадно то, что к концу учебного года все ребята научились решать примеры на сложение вычитаний с переходом через десяток.
Вот мы с вами немножечко остановились на разработке интерактивных уроков на площадке, на платформе Quora, и сейчас мы с вами поговорим о том, что очень хорошо на этой площадке прослеживать и за обратной связью. Все запланированные темы были успешно пройдены благодаря налаженной обратной связи с родителями. Обратную связь мы осуществляли через приложение Viber, онлайн-платформу Quora и сотовую связь. Далее. Через приложение Viber мы общались с помощью голосовых сообщений. Ребята отправляли видеоотчеты и фотоотчеты о проделанной работе. Вот вы видите фотоотчеты о проделанной работе. На каждый видеоотчет, на каждое голосовое сообщение и на фотоотчет мы сразу же реагировали. Где-то, может быть, корректировали работу ребят, где-то направляли их, где-то их хвалили и, конечно же, поддерживали. Обратная связь через платформу, онлайн-платформу Quora. Значит, посмотрите, здесь на экране вы видите, с помощью задания «Заполни пробелы» ребята могли проверить свои знания и имели возможность исправить результаты. Вот вы видите здесь красными плашечками выделены у ребят неправильные ответы. Здесь же ребята, когда видели свои ответы неверные, они могли вернуться к выполнению задания заново, сразу же исправиться, чтобы у них не было недочета в работе. Вот здесь тоже по русскому языку вы видите, да, точно такое же упражнение «Заполни пробелы». Видите ошибочку, которую ребята тоже могли сразу же исправить. Также здесь вы видите упражнение «Классификация», выполнено на платформе Quora. Ребятам предлагалось проклассифицировать слова на безударную гласную, на парный согласный на конце, на буквосочетание ЧК, ЧН и ЧТ. И мы видим, что ребенок ошибся у нас в написании безударной гласной, подобрал не то слово. Он это увидел, что у него ошибка, загрузил работу, это упражнение заново и выполнил его уже без ошибок. Также обратная платформа Quora, на обратной связи мы можем посмотреть не только результат каждого ученика, как этот ученик у нас сегодня продвигался на работе по предмету, мы можем проследить полностью результаты по всему классу. Вот здесь вот вы видите такую диаграмму, на которой показано, сколько процентов ребят успешно справились с заданиями, сколько процентов ребят у нас ошиблись, может быть, кто-то еще даже не приступал к выполнению этой работы. Мы сразу это могли прослеживать и общаться с ребятами и с родителями, говорить о том, что нужно еще сделать, как это, может быть, надо сделать и так далее. Таким образом, все поставленные задачи были выполнены. И сейчас я благодарю вас за внимание, уважаемые коллеги, и предоставляю слово Екатерине Альфредовне. Уважаемые коллеги, сейчас мы поговорим об организации дистанционного обучения с детьми с нарушениями слуха. До начала дистанционного обучения мы с родителями четко договорились, как, когда, каким способом будут высылаться расписание, инструкции, когда, куда и в каком виде сдавать работу. Здесь взаимодействие организовали через сотовую связь и создание группы и беседы ВКонтакте. Беседа ВКонтакте дала возможность мне, как педагогу, донести информацию одновременно до всех родителей. А родители смогли общаться между собой, делиться информацией и опытом дистанционного обучения со своими ребятами. Далее обсудили с родителями режим работы. Было решено, что семьи сами выберут удобное время для занятий. Для ознакомления с платформой Quora родителям заранее была предложена ссылка и инструкция, как войти и как выполнять задания. Для того, чтобы у детей была возможность работать на платформе Учи.ру, все родители получили пароль и логин для входа на платформу.
Родителям, имеющим нарушение слуха, была предложена видеоинструкция. Родители и дети знали, что на платформе Коры мы выполняем уроки по развитию речи, обучению грамоте, дактильной речи, окружающему миру и предметно-практическому обучению. На Учи.ру выполняем задания по математике. Разработка уроков началась с создания расписания на Google Диске. На название уроков была выставлена ссылка, по которой родители переходили на содержание урока. Расписание уроков родители получали в воскресенье вечером на всю неделю. Каждое утро я, как педагог, приветствовала в беседе родителей и детей, желала всем удачного дня, успехов и терпения. Для более эффективного обучения детей с нарушением слуха, для развития речевой активности, повышения мотивации и интереса мы используем систему комплексных уроков. То есть необходима тесная связь между уроками, предметно-практическим обучением, развитием речи, тактильной речью, окружающим миром. Также используем задания, упражнения различных видов на дополнение предложений, подбор табличек, подписывание картинок. На экране вы видите таблицу с темами по предметам, которая показывает систему комплексных уроков, то есть тесную связь между предметами. Такой подход позволяет возвращаться к основному материалу темы с постепенным углублением и расширением значения слов. Кроме того, каждый предмет вносит что-то новое в раскрытие темы. Поэтому и дистанционное обучение мы постарались выстроить в привычной для детей системе. А сейчас обратимся уже непосредственно к содержанию уроков. Содержание урока развития речи по теме репка рассчитано на 4 часа. Ребята сначала читали сказку. Для того, чтобы облегчить восприятие сказки, ребята не только прочитали сказку, но и посмотрели видео. Затем выполняли задания, дополняли предложения, выполняли несложные тестовые задания. И в содержание уроков обязательно включались задания на развитие психических процессов, памяти, внимания, созданные в Learning Apps. На уроке предметно-практического обучения в дальнейшем ППО мы продолжили работать по теме «Сказка Репка». Ребята перешли на содержание урока, вы видите план работы на экране. Ребятам предлагалось вспомнить сказку, вылепить героев и показать родителям инсценировку. Видеоинсценировку присылали мне личным сообщением. На уроке дактильной речи ребятам было предложено выучить название героев сказки и подписать картинки. Вы видите это задание на экране. Дети и родители добросовестно изучали темы и выполняли задания. Выполненные задания фотографировались и отправлялись мне личным сообщением. Вот такая репка получилась у ребят, вы видите ее на экране. Для повышения интереса к урокам обучения грамоте, для понимания прочитанного, некоторые темы объединяли с уроками ППО, где ребятам надо было не только прочитать и списать текст, но и нарисовать к нему рисунок. Вот такие отчеты я получила от ребят. Работы по математике и обучению грамоте я проверяла в программе Point, делала исправления с заметками и отправляла родителям обратно. Всегда подбадривала ребят, хвалила, а родителей благодарила за работу. Результаты работы на онлайн-платформе Коры и Учи.ру мы могли отслеживать сами. Вы видите, на платформе Коры видны как общие по классу результаты прохождения уроков, что пройдено верно, сколько процентов верно, сколько неверно, так и индивидуальные успехи каждого ребенка. Один ребенок все выполнил верно, а некоторые ребята, видим, справились с заданием не с первого раза, и это тоже нам видно, сколько попыток было сделано ребенком. На платформе Учи.ру также видно, сколько попыток потребовалось ребенку для правильного выполнения задания.
мы с ребятами получили грамоту за первое место в школе в образовательном марафоне «Супергонка». Подводя итоги работы по обучению детей в дистанционной форме, хочется особо поблагодарить родителей за помощь и терпение, за добросовестное и ответственное отношение к обучению детей. Благодаря совместным усилиям были достигнуты поставленные задачи и учебные результаты. Сотрудничая с родителями и подводя итоги дистанционного обучения, мы получили их положительные отзывы. Вы видите их на экране. Таким образом, первые шаги в дистанционном обучении нам удались. И в завершение нашего вебинара хочется сказать: не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, а профессионалы построили «Титаник». Спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. Итак, уважаемые коллеги, если у вас в процессе вебинара возникали вопросы или они